إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين قرداشlarım. Еңелік Аллаху Тағалаға мақтауларыбыз, Пейғамбарыбызға салаватлар һәм сәламнарыбыз булса иде. Һәм дә шушында сезнең белән очрашырга һәм хутба уздырырга рөхсәт биргән өчен Камил хәзрәткә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләре насыйп булса иде. Сезгә Удмуртия мусульманнарыннан бик күп итеп сәламнар. Сезнең турында без белеп торабыз, ишетеп торабыз. Аллаһу Тәгалә араларыбызны ныгытса иде. Һәм Аллаһу Тәгаләгә итәгать юлында bir yolda birgelеп булырга Аллаһу Тәгалә насыйп итсә иде. Мөхтәрәм азиз кардәшләребез, дөреслектә Аллаһу Тәгалә безгә бик зур үзенең нигъмәтләрен бирде. Ул һидаят, ислам һидаяты. Шушы һидаяттә барчаларыбызга Аллаһу Тәгалә булырга насыйп итсә иде. Һәм дә безнең динебез ул Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин безнең өчен бүгенге көндә җиңел үтәргә. Менә бар иде безнең элекке тарихка борылып карасак, авыр вакытлар. Ләкин хәзерге вакытта мәчетләр бар, әлхәмдүлилләh. Миңа әйттеләр, Казанда гына 80-гә якын мәчет. Субханаллах. Бар иде заманалар, мин менә әле ул вакытта 80-нче елларны Казанга килгән вакытта бер мәчет, бер мәрҗани мәчетне эшләп киләдер. Бүгенге көндә Казанда 80 мәчет. Бу бит Аллаһу Тәгаләгә шөкренә кылып, мең мәртәбә шөкренә кылырга тиешлебез. Аллаһу Тәгалә үзе безгә безне бу нигъмәтләрдән аермаса иде. Һәм дә ул мәчетләр үзегез беләсез, аның нуры, мәчетнең нуры, мәчеттәге иштәге кешеләр белән җәмәгать булсак, бердәм булсак, әгәр дә без бүтәннәргә яхшы үрнәк күрсәтә торган булсак, ул вакытта бәрәкәт бар, файда бар. Шулай итеп яшәргә безгә Аллаһу Тәгалә насыйп итсә иде. Азиз кардәшләрем, бүгенге вагазымны миңа әйттеләр, менә шушы мәчеткә вагаз сөйләрсеңме дип әйтеп, мин озак уйладым, нәрсә турында әйтим микән дип әйтеп. Әлбәттә, бөтенебез дә беләбез, һидаят турында да, намаз укырга кирәк икәнен турында да, ураза тотулар һәм мусульманча дин буенча яшәү турында да. Ләкин үзебезнең тәҗрибәбезне, опытны мин сезгә кайбер мәсьәлә турында аңлатып китәсем килә. Дорогие братья и сестры, вот я говорю на русском языке, потому что у нас и онлайн слушают люди. К сожалению, нашему большому сожалению, мы сегодня знаем, что мы татары, но язык наш, он оставляет желать лучшего. И приезжая в Казань, мы прямо слышим родную речь. Родную речь мы слышим, конечно, и дома, но тем не менее здесь мы слышим ее повсеместно, везде. И не знаю, как вы ощущаете это, но лично для меня это такое, знаете, согревает душу. Но, к сожалению, те, кто живут за пределами Татарстана, мы уже постепенно, наши дети, у кого-то внуки, уже не то чтобы даже не говорим, а даже не понимаем родного языка. Это милость Аллаха, которую Аллах нам даровал, язык, и мы его теряем. И мы говорим на том языке, который все понимают. То есть, по милости Аллаха, конечно, с другой стороны, Аллах Та'аля даровал нам язык общения, на котором мы общаемся все жители нашей страны. Так вот, мухтарам джамаат, некоторые важные вещи, которые я для себя считаю важными, хотел бы поделиться с вами. Смотрите, по милости Всевышнего Аллаха, Аллах Та'аля наставил нас на истинный путь. Мы мусульмане. Мы сегодня строим мечети, открываем мадресе, мусульманские школы, детские сады. У нас много проектов. Есть даже бизнес-проекты мусульманами, как курирующие, делают, мусульмане, которые делают. И когда вот человек, который сталкивается с мусульманами, хочет узнать об исламе, понимаем, что христиане в церквях, мусульмане в мечетях, и как бы вот обычное явление. Но наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был примером во всем. В семейных отношениях лучший мужчина, лучший муж, лучший родитель, лучший брат, лучший друг, лучший руководитель. Во всем лучший.
И если мы хотим, если мы, некоторые из нас особенно заявляют, что мы очень сильно любим сунну, то, а мы должны любить сунну все, то мы должны именно обратить внимание на то, как поступал в любой ситуации наш любимый посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Один из таких вопросов, который касается сегодня практически каждого мусульманина. Вы знаете хадис относительно имята тут ада'ани тарик. Удаление препятствий, то, что мешает людям с дороги. Вы знаете, там история идет про камень, да? Убрать камень с дороги является сунной, это часть веры. Но как мы понимаем данный хадис? Действительно ли речь идет лишь об одном камне на дороге? Я думаю, что если немножко подумаем, то мы дадим себе ответ, конечно же нет. Речь не идет о каком-то камне, только лишь. Речь идет о том, что мешает другим людям, мусульманам. И поэтому у нас в Джамагате, в Ижевске, уже несколько лет назад мы приняли такое решение, что мы чистим городские скверы, парки, лесопарки, не говоря уже территории вокруг мечети, рядом с мечетью. И вы знаете, получился очень удивительный эффект. Чем больше мы это делаем, тем больше людей присоединяется к нам. И этнических мусульман, и не мусульман, которые готовы участвовать во всех подобных проектах. И более того, даже говорят, вот мусульмане чистят, а другие кто-то там здесь мусорит. На примере очистки одной из лесопарковых зон в городе Ижевске, когда мы только за один субботник вывезли 4 огромных самосвала мусора. Представляете, 4 огромных самосвала мусора вывести на таком не особо большом пятачке, где нас примерно 80 или 90 человек принимало участие. Это было несколько лет назад. И это стало нашей традицией. Мы еще больше и больше участвуем в подобных проектах. Так вот, дорогие братья и сестры, смотрите. Если мы посмотрим шариатский аспект, то увидим, что это часть нашей веры. Кто лучше всего должен понимать данный вопрос? Тот, кто знает свою веру. Мусульманин. То есть мы, как мусульмане, должны хорошо разбираться в этом вопросе и понимать. Теперь к чему я веду? Смотрите. Не так давно один мусульманин мне рассказывает, вот, говорит, был в одной из мечетей в большом крупном городе, где имам рассказывал о том, что как мы, мусульмане, должны беречь чистоту. Это было несколько месяцев назад. И я, говорит, слушал эту хутбу, затем выхожу из мечети и вижу мусульман, которые совершили молитву вне мечети, то есть все не вместились внутрь мечети. Когда у них там были какие-то предметы, там картонки, еще что-то, они постелили для молитв. Все это бросили и ушли, совершив молитву. А некоторые еще в это время что-то там купили, поели, тоже бросили тут же и тоже ушли. Мухтарам джамагат, вот это пример, которого у нас не должно быть. Знаете, вот даже расскажу вам одну маленькую историю. Ехал в такси в Каире, и таксисту говорю, слушайте, а что, говорю, у вас так, честно говоря, грязно в городе? Он говорит, так не убирают. И тут же берет салфетку, которая у него там таким многоразовый, там коробка целая, то достает, протирает лицо, открывает окно и выбрасывает. Если вот мы себя будем вести, мусульмане, вот таким вот образом, то никаких уборщиков, никого не хватит, никаких сил не хватит, чтобы убирать, чистить и приводить в порядок. Вот сейчас мы проезжали по улицам Казани. Машаллах. Вы, может быть, уже привыкли, ваш глаз привык к тому, что все чисто. Даже пыли нет, даже песка нет, все убрано. Город сверкает, сияет, и центр, и не центр. Дороги строятся, мечети строятся, там парки, скверы. Это для всех, понимаете? Все, что это делается, это для всех. Если у тебя в доме чистота и порядок, как у мусульманина должно быть, в жилище, во дворе, но при этом, как только ты открываешь ворота, а там грязно, разве от этого тебе будет хорошо? Конечно же нет. Поэтому мы, мусульмане, когда кто-то убирается, когда кто-то наводит порядок, мы должны что сделать? Мы должны первые присоединиться к этому. Еще один пример привожу.
Выходит человек из подъезда, живет в многоэтажном доме и бросает фантик от конфет там или от чего-то в урну не попадает, попадает рядом, он это не положит, то есть, да, не положил. А потом возмущается, почему не убираются. Ну, второй джамаат, невозможно все убрать, если будем поступать таким вот образом. То есть по мусору вообще здесь все понятно. Мы должны соблюдать, не просто соблюдать чистоту, мы должны прежде всего помогать убирать. А имятатуль ада анит тарик — это не только мусор, не только камни. Это еще и больше. Например, заходим в мечеть. Я посмотрел, вот специально обратил внимание, много обувниц, много на входе. Но в некоторых мечетях тоже много обувниц. Вот я сейчас в конце еще не видел. Но обувь, огромное количество обуви остается там, где сняли, там и оставили. И те, кто первый выходит, там, запинаясь, выходят через эту обувь. Не является ли оставление этой обуви создаванием препятствия тем мусульманам, которые будут выходить? Подумайте. Или, например, человек, который... Несколько лет назад был такой случай, у нас в мечети был допуск, сейчас во двор мечети машины не заезжают, а тогда раньше заезжали. И вот выхожу с намаза, нужно было на встречу идти срочную, я быстро совершил молитву, и то есть быстро выходил. И все остальные еще оставались в мечети. И смотрю, стоит машина прямо у самой двери мечети. Вот понимаете, вот даже пешком выйти некий, ее нужно обходить. Потом я этого брата-мусульманина подзываю, говорю: брат, дорогой, ну что ты уж оставил машину-то прямо у самого входа? Он говорит: хазрат, я спешил на намаз. Я говорю: субханаллах, все спешат на намаз, ну то есть все хотят совершить намаз. Нет, ты не понимаешь, я спешил, и поэтому я оставил тут. Я думаю, что тут идет искаженное понимание нашей религии. Если приехал позже, и все места заняты, это как в первом ряду. Да? Первый ряд заполняется в молитве, да? Потом второй ряд, потом третий ряд. Чтобы занять место в первом ряду, преимущественное право какого мусульманина, который в каком ряду стоит? В каком? Во втором. А чтобы занять место во втором ряду, преимущественное право какого мусульманина? Который где? В третьем. И вот приходит новый мусульманин, который услышал хадис, что в первый ряд это самый лучший. Он приходит обычно с запозданием, расталкивает всех, протискивается в первый ряд и Аллаху Акбар, и читает как будто бы молитву такую, что ангелы будут за него молиться. А так ли это? Он должен подумать и спросить у знающего человека. И ответ будет, конечно же, нет. Смысл не в том, чтобы протиснуться в первый ряд, а смысл в том, чтобы прийти пораньше, совершать молитву. И только там уже он получит, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, награду. И вот то же самое с нашими автомобилями. По милости Аллаха, сегодня мы в мечети ездим на автомобилях. Вот мы у себя в городе первым делом думаем, как же сделать удобнее мусульманам парковаться на автомобилях. Как можно расширить каждый клочок земли рядом с мечетью, чтобы был использован под парковки. Я думаю, что с этой проблемой в Казани тоже сталкиваетесь, да ведь? Особенно в Казани, здесь платные парковки, центр города имеет мало мест парковочных, и мы стараемся. Но это теперь не значит, что приехав позже и обнаружив, что рядом с мечетью или близко к мечети места нет, нужно бросить автомобиль, перекрыть всех и совершать, идти молитву. Если места нет, не надо создавать препятствия другим людям. Это то же самое, что создать препятствие, бросить камень, который будет мешать другим мусульманам. Кто-то скажет: ну ведь все остальные тоже приехали молиться. А вы знаете, мухтарам джамаат, по-разному бывает ситуация. Вот конкретно в нашей мечети я был болен с температурой и смотрю, на намаз не зашел, смотрю в окно и вижу, женщина приехала по какой-то причине, именно в это время встала, припарковалась возле мечети. Она выходит, хочет выехать, а ее заставили со всех сторон автомобилями. И вот она, бедняжка, сидела почти целый час, пока этот нерадивый человек, который заставил ее, вышел, не убрал свой автомобиль и не выпустил ее. То есть создавание препятствия. И вопрос,
Как вы думаете, каково будет ее мнение о мусульманах? Да? Задайте себе вопрос, каково будет ее мнение о мусульманах? И является ли тот человек, который поступил таким образом, призывающим к религии, показывающий наилучший пример? А ведь в Коране мы читаем аят «Раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина куррата а'юн ва джа'альна лил муттакина имама». О Аллах, сделай нас примером для подражания богобоязненным. Как может быть такой человек примером для подражания? И Аллах от нас хочет, чтобы мы были примером для подражания. Поэтому убирание препятствия с дороги – это одно от награды от Аллаха. Но не создавание препятствий. Это должно быть в фитре мусульманина. Мужчины, женщины и ребенка в том числе. А ребенок, Мухтарам Джамагат, он черпает знания не от слов родителей. Он черпает знания от поступков родителей. Как человек поступает, какой пример показывает, так и ребенок копирует. Вы все знаете, что, альхамдулилля, наши дети с раннего возраста, еще не понимая, что такое намаз, когда родители встают на намаз, что делают? Подбегают рядом, встают, ты на сажда, они тоже ложатся рядом с тобой, или тебе на спину запрыгивают. Вот. А у кого родитель курит сигареты, этот ребенок берет какую-нибудь такую штучку, в рот берет и копирует своего родителя. Ему родитель скажет: улым, казым, так делать нельзя, это нехорошо. Но если он сам так поступает, какой же пример он покажет? То же самое относится и вот к теме, которая является содержать в чистоте нашу среду обитания. Дом, жилище – это сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Даже знаете, что молитва наша не принимается, если наше место, где мы совершаем, в нем наджис, нечисто. Но наши жилища, они именно чистотой наполнены. Жилище – это не только твой дом. Жилище. Рядом место, где ты живешь. Максимально, насколько ты можешь оказывать влияние. Свой район, деревня, поселок, а может быть в масштабах даже республики, ты сможешь показывать лучшие примеры. И вот, Мухтарам Джамагат, только дальше идем. Чувствуешь, слышишь от некоторых людей: вот прошла мусорная реформа, нам нужно столько сейчас платить денег. А я говорю: альхамдулилля. Почему я говорю альхамдулилля? Я тоже плачу деньги, я тоже стал платить больше за мусор, за вывоз мусора. Но я говорю альхамдулилля, потому что мы каждый год, убираясь в лесопарковых зонах, видели огромное количество горы мусора, которые собрались в течение 1 года. Потому что мы обычно это делаем весной, после зимы. А вот в этом году, убирая лесопарки, мы увидели, что нового-то мусора нет. Мы его, наоборот, еще откапывали там, который 10 лет, 20 лет назад когда-то накопился и уже там сверху листвой покрылся. Альхамдулилля. То есть чистота стала уже нормой. Это уже порядок. Но разве на этом мы должны ограничиться? Нет. Нет, уважаемые братья и сестры. Идем дальше. Сегодня мы как-то были в Кувейте, и мне говорят: в Кувейте это как мусорная зона Персидского залива. Весь мусор, который там где-то сбрасывается, прибивает волнами именно в Кувейт. Ну, мне так сказали. Может быть, не так совсем, ну, по крайней мере, что услышал, то и говорю вам. И на самом деле мы были на берегу, видели там огромное количество мусора на берегу. Пакеты, чего только нет, Мухтарам Джамагат. А это ведь земля, на которой Аллах Тааля людей сделал халифами. Разве проживая на земле, на которой Аллах Тааля сделал нас халифами, заслуживает того, чтобы мы ее засоряли? Конечно же нет. Но начинается с самого простого, с самого элементарного. Сегодня есть программы, при помощи которых идет переработка мусора, переработка вторсырья. И вот такой один пример мы сделали у себя в городе. Наши братья, они перерабатывают вот эти вот бутылки, ПЭТ-бутылки, да? Они перерабатывают, делают урны, скамейки, заборные штакетники, там много чего производят. И вот одну такую скамейку с урной они привезли в мечеть, поставили. И мы про нее рассказываем, говорим: смотрите, что из мусора, из вторсырья производят. И тут же поставили
отдельные такие контейнеры для бумаги, для стекла, там, ПЭТ-бутылок и так далее, и так далее. Это прямо находится на самом центральном месте соборной мечети города Ижевска. Это вот только-только мы сделали. И я думаю, что в этом вопросе мы будем, иншаллах, продвигаться дальше. Мы показываем пример своим действиям. Мы участвуем в сохранении нашей земли, в чистоте, в экологии. Конечно, да. Это сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи. Вы только подумайте. Да, конечно же. Мы участвуем в этом. Будем принимать участие. Да, конечно. Дома, если это начать делать, разделять, да, раздельно собирать, вот все, что у нас дома бытовые отходы собираются, немножко как будто бы машакат. Но поверьте мне, как только вы начнете это делать, те, кто делают, уже они вам скажут, ничего сложного в этом нет. Ничего трудного в этом нет. Но тем самым вы получите награду от Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах Та'аля каждому из нас дарует хидаят и правильное понимание нашей религии. Пусть Аллах Та'аля даст нам тауфик. Пусть Аллах Та'аля укрепит нас в покорности Всевышнему Аллаху. Пусть Аллах Та'аля наставит нас на благие дела. Пусть Аллах Та'аля сделает нас понимающими нашу религию, живущими по той сунне, которую нам оставил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Алхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахби аджмаин. Остановимся на некоторых хадисах от посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Имататуль ада ани тарик и садака, раваху муслим. Устранение с дороги препятствий является милостыней, садака. Препятствие, как вы уже поняли, и я напомнил вам, и себе прежде всего, это любое то, что мешает другим людям. Будь то мусор, будь то машина, будь то прицеп, что бы то ни было. А вы вспомните случай, когда на трассе нерадивый водитель оставил трактор, оставил прицеп, и кто-то ехал ночью и въехал в этот трактор, в этот прицеп. И даже бывает со смертельным случаем. А правила дорожного движения призывают к тому, чтобы, или заставляют человека не оставлять препятствия на дороге. И теперь в судный день этому человеку в дуне, а еще и в судный день придется отвечать за свою нерадивость, мухтарам джамаат. Разве это не оставление препятствия? Это то же самое. Из той же серии, дорогие братья и сестры. Или другой хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, «Лакад раайту раджулян ятакаллабу фил джанна фи джаратин катаха мин захри тарики, канат ту'ти муслимин». Хадис, в котором говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Я видел, как человек перемещается в раю от одного дерева к другому, потому что он устранил с дороги дерево из-за того, что мешало мусульманам». Если бы тогда были машины, трактора, прицепы и так далее, наверное, про это тоже было бы сказано. Но мы же понимающие люди, и мы понимаем, что там, где мешает, то, что мешает людям, это не только дерево, камень или еще что-то другое. Кроме этого, один из примеров расскажу тоже. В одном дачном поселке, как вы знаете, некоторые люди вот любят угловые такие дома, видимо, приносят туда мусор, оставляют. Хозяин этого дома устал уже ругаться и написал такую табличку. Ну, от себя придумал, написал, пусть тот, кто оставит мусор, все у него будет нехорошо, в общем, мягко сказано, да? Дорога, путь, семья, вы знаете, говорит, сработало. Никто, говорит, больше мусор не оставляет. Теперь возвращаемся к хадису пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. «Ман адаль муслимина ваджаба алейхи лянатуху». Кто вредит мусульманам, обязательно получит от них проклятие. Понимаете? Я вот иногда по лесу иду тоже. Мы в лесопарковой зоне занимаемся спортом. Там северная ходьба, легкая атлетика, велоспорт и так далее. Достаточно много людей, которые участвуют в этих ранних утренних забегах. И вот иду, вижу какой-то мусор, кто-то бросил. Или еще хуже что-нибудь сделал, да? И вот думаю, вот этот человек мискин. Он не понимает, что он что-то сделал плохое, дурное. И думает, что его никто не видел.
Но согласно хадису, саллаллаху алейхи, тот, кто проклинает его, кому помешало то, что он наделал, достигает его. Или в то же время вижу человека, вот особенно последние дни, каждое утро он приходит, бегает, потом из кармана достает пакет, делает последний круг и собирает все, что там кто-то бросил. Сравните поступки этих двух людей. Что соответствует сунне? Тут очевидно, да? Очевидно. Поэтому, дорогие братья и сестры, я призываю себя и всех здесь сидящих, и всех, кто нас смотрит и слушает, давайте будем примером мусульманам в хорошем, в лучшем. И вы знаете, это будет очень полезное наставление, очень полезный пример. И мы будем из тех, кто оживляет сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И последнее, что хочу сказать. Кто выезжал в Европу или в арабские страны, может на улицах видеть огромную разницу. Приезжая в капиталистическую Европу, он видит чистые улицы, раздельные сборы, там точки сбора различных вторсырья, в том числе бутылок, батареек, лампочек. И приезжает тот же, допустим, Египет, в столицу Египта, в Каир, он видит совершенно обратную картину. Где ислам? Ну, второй джамаат. Или, так скажем, где сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Так вот, давайте оживлять сунну так, как завещали нам наши ученые на основе хадисов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Та'аля баршаларыбызга мөхтәрәм җәмәгать тауфик, тақва, һидаят насыйп итсә, иман байлыгы бирсә иде, үзебезгә, балаларыбызга, нәселләребезгә Аллах Та'аля үзенең рәхмәтләреннән ташламаса иде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалям сөннәте буенча яшәргә, баршаларыбызга сөннәтне чын ихлас күңелдән яратып үтәп яшәргә Аллах Та'аля безгә насыйп итсә иде. Аллаһ Та'аля безгә һидаят улын күрсәтте. Шушы һидаятта һәрбер Фатиха сүрәсен укыган вакытта ихдинас сиротал мустақим дип әйтеп дуа кылабыз. Шушы сиротал мустақимны Аллаһ Та'аля безгә ахыр сулышларыбызга хәтле насыйп итсә иде. Ахыр сулышларыбызда шәһадәт бирә, әйтә, ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйтеп, бу дөньяны калдырырга безгә, Аллаһ каршысына кайтырга насыйп итсә иде. Һәм дә салаватларыбызны әйтергә онытмыйбыз пәйгамбәребезгә. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ва акимус салат.